эту руку. А как дальше бороться? Не надо коронка, изучай технику. Да, у меня есть какие-то приемы, которые я лучше чувствую, чем какие-то, например, там я сверху переворачиваю. Это не могу сказать коронкой. Просто это кладочный. Надо, чтобы у тебя в арсенале были и кладочные, и четырехбальные броски сегодня, да? Если у тебя нет только прохода за ноги, что я сейчас считаю, потеряли якутские борцы. Потеряли броски. Почти никто не бросает. То есть наверху не работает. Согнулись и в ноги. Что большой, что маленький. То есть стиль одинаковый. Все проходят за ноги, все бросать надо еще наверху. Не получилось за ноги бросать. Завязывать, сбоку бросать, шагивание бросать оттуда. Понимаешь, вот это все надо изучать. Коронка, это, еще раз говорю, это мне не нравится, потому что нужно быть разносторонним. Но есть какие-то движения, которые ты думаешь, сейчас пойдет, я положу. Это как бы, я думаю, да, у меня на спарте был переворот такой, который никто не делал. Я вот так разработал, что я его не показывал особо никому, делал с растяжкой. Тоже мне нравится, если я переведу, я знаю, что я там в партере, я сверху наберу очко. То есть это важно. Но я начинаю, коронка, когда ты начинаешь с этого, ты перевел в партер, сразу все катят. А почему я знаю катить? Там много возможностей других есть. Там, как резко забрать, как с обратного перейти на крест, там много чего. Но я говорю, что не надо делать ставку на коронку. Ты его найдешь, лучший в процессе ты найдешь свой прием. И будут говорить, вот у него вот это он хорошо делает. Кто-то должен назвать, это у него коронка, вот это. Не ты сам. Понимаешь? Поэтому ты учи. И потом ты, когда найдешь стиль, тогда ты будешь делать что-то очень хорошее. Но и отличает всех, кто успешен, всех отличает какой-то необычный прием. Каждый такой. Мы называем его коронкой. Понимаешь? Но и это, я думаю, что я говорю, что это чисто мое мнение, что на это не надо рассчитывать. Иначе ты будешь только его и отрабатывать. Понимаешь? Ты потеряешь чувство другого, какого-то хорошего приема, который тебе хорошо. Понимаешь? Это важно все. Ну, это он тренер подсказал. Это уже задача тренера. Там развить тебя в эту сторону, ты бросаешь через спину, чтобы у тебя было завеса в две стороны. Ты с одной бросаешь там за руку, а другую ты бедро бросаешь, в мельницу. То есть это важно, когда у тебя есть левый удар. Он только в одну сторону. Поэтому коронку должен иметь. Коронка тебя спасет в экстремальной ситуации. Ты вот проигрываешь, осталось 20 секунд, ты думаешь, что я делаю? Надо идти бросать погибом. Или там объемом, или там зашагиваем. Это тебя спасет. Еще вопрос будет? Не стесняйтесь. Сейчас я уйду тогда. Будете тут сидеть. Среди пенсионеров. Это правильно назвал. Нет, я считаю, что нет, интересно, конечно, но у меня операция, у меня сустав поменен, я поборолся бы, наверное. У меня сустав поменен. Вот. Но, кстати, мой уже возраст там сейчас ограниченный, кстати. По-моему, там уже 70. До 70. После 70? До 60. До 60. Я уже и там старый, представляешь? Древний. Нет, это интересно, продляет, это хорошо, и надо собираться, кто борется. Я, например, рад за этих ребят, что они продлевают какие-то амбиции у них, чтобы побороться. Это хорошо. И потом они здоровье сохраняют больше, они же готовятся. У них характер такой же, хотят проигрывать. Пенсионеры это и пенсионеры, они все хотят выиграть. Поэтому тренируются, приходят. Молодцы, я могу сказать, что это хорошее начинание. Давай, ребята, задавайте. А то я сейчас скажу за вас. Такие договоры, что ли? Куда отбирание? Ну ладно, давайте. За вас я буду отдаваться. Ребята, вот